Распространение в Абхазии мраморного клопа стало настоящим бедствием последних лет. Совместными усилиями Минсельхоза республики и простых граждан все это время ведется активная борьба с вредителем. Для этого используется несколько методов: обработка ядохимикатами, механическое приманивание насекомых в специальные ловушки, а также ручной сбор. Специалисты Минсельхоза, специалисты Института сельского хозяйства Абхазии, Госкомитета экологии, Института экологии активно включились в работу по предотвращению вредоносности насекомого. Мы завели тесные контакты со специалистами, в том числе со специалистами мирового уровня. Но очевидно, численность клопа снижается. Мы это констатируем. В 2020 году в разы численность клопа снизилась. Конечно, этому предшествовал сбор, механический сбор. Вот в 2019 году было свыше 6 тонн собрано насекомых, в 2018 году свыше 7 тонн насекомых. Угроза распространения вируса и ограничительные меры, которые были связаны в начале года, не позволили провести весеннюю акцию по сбору зимующей стадии насекомых. Но осеннюю, я очень надеюсь, осенняя кампания будет проведена. Теплая осень, в особенности сентябрь, могут способствовать еще одной популяции насекомых, тем самым в разы увеличивая их количество. Кроме того, с наступлением первых холодов клоп будет искать теплые сухие места для зимовки и прятаться в них. В Абхазии настолько благоприятны климатические условия для распространения клопа, что в отличие от других стран и даже вот наших соседей в Российской Федерации, в Абхазии 3-4 генерации мраморного клопа отрождается. В данное время сентябрь, он уязвим вспышкой распространения клопа, и это констатируется в восточной части Абхазии. Один из наиболее действенных нехимических методов борьбы с мраморным клопом – феромонная ловушка. Она предназначена для заманивания насекомых при помощи определенных запахов феромонов. Подобные ловушки просты в обращении, экологичны и могут использоваться неоднократно. Теперь граждане Абхазии могут получить их безвозмездно у глав районных администраций. Если изобразить наш участок с растительностью, наш двор, наш огород, то практически размещенный на границе этого участка феромон, он может в радиусе гектара собрать в эпицентр своего действия всех насекомых, которые находятся в окружности. Обрабатывая растения в радиусе 2-3 метров от размещенного феромона с периодичностью раз в 10 дней, 2 недели, мы можем обезопасить весь участок и, соответственно, не проводить обработки на всем участке. Специалисты Минсельхоза настоятельно рекомендуют не размещать подобные ловушки возле дома и сада, так как они привлекают насекомых-вредителей в большом количестве. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.